2024 год для Федеральной службы судебных приставов по Республике Ингушетия был довольно продуктивным. Традиционно особое внимание уделили исполнительному производству. Нагрузка на сотрудников ведомства всегда большая. В среднем у одного пристава-исполнителя в отчетном периоде находилось более 7 тысяч производств. Удалось достигнуть 100% результата по расследованию уголовных дел. Большая работа проделана по взысканию алиментов и платежей. Возбуждено 561 дело, в том числе за неуплату алиментов 16, за неисполнение требований исполнительных документов и неимущественного характера 94, за неуплату административных штрафов 221 дело. Непосредственно должностными лицами управления рассмотрено 149 дел об административных правонарушениях, судьями принято 363. Принятые меры административного и уголовно-правового воздействия по исполнительным производствам позволили дополнительно взыскать 808 тысяч рублей, из них алиментные платежи составили 330 тысяч рублей. В 2024 году увеличился показатель поступивших обращений и жалоб. Каждая из них рассмотрена и выполнена в полном объеме. Самая основная задача управления – это, конечно, безопасность участников судебного процесса и посетителей судов. Так обеспечена охраной 8 зданий и помещений федеральных судов, в том числе 2 в круглосуточном режиме, 23 судебных участка мировых судей, здания управления и не только. При осуществлении пропускного режима на охраняемых объектах выявлено 475 запрещенных к проносу предметов, в том числе оружие и боеприпасы, представляющие потенциальную угрозу для жизни и здоровья судей и участников судебного процесса. Судебным приставом по УПДС выполнены все заявки как на обеспечение безопасности судей и иных участников судебных процессов, так и на обеспечение безопасности судебных приставов-исполнителей при совершении ими исполнительских действий. Эффективность осуществления приводов лиц, уклоняющихся от добровольной явки в суд, составила 98,6%. Из 2631 лица, подлежащих приводу в суды, доставлено 2595. Помимо прочего, организована работа по предпровождению иностранных граждан и лиц без гражданства до пунктов пропусков через государственную границу Российской Федерации. Так, в 2024 году выдворили 61 иностранный гражданин. Как отмечают в ведомстве, каждый год имеет свои трудности, результаты и достижения. Традиционно растет количество штрафов. В связи с этим Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Ингушетия просит жителей не игнорировать закон и всегда мониторить свою задолженность. После заслушания доклада участники коллегии задали интересующие вопросы. Заместитель председателя правительства Ингушетии Игорь Антонов отметил, как важно уделять внимание наполняемости бюджета региона. В этом направлении необходимо активизировать работу. Вы указали, что здесь требования распоряжения Министерства юстиции одно не выполнено, как раз эффективное взыскание штрафа ГИБДД. Да. То есть хотел бы обратить внимание на взыскаемость административных штрафов госавтоинспекции, потому что это существенное выполнение бюджета республики. И низкая взыскаемость штрафа, по сути, лишает республику десятки миллионов рублей, поэтому прошу обратить внимание. Заместитель директора Федеральной службы судебных приставов, заместитель главного судебного пристава Российской Федерации Владимир Воронин отметил, что важно сегодня уделить внимание специальной военной операции и поднять показатели достижения управления, в том числе и пополнения бюджета. Мы, насколько это дозволено по этой связи, мы эти вопросы обсудим. Кроме того, я очень благодарен выступающим Игорю Анатольевичу за то, что он обратил внимание на вопросы активизации работы по пополняемости бюджета. Мы об этом постоянно говорили. О взыскании штрафов говорили. Я надеюсь, что вот эти вопросы, которые сейчас обсуждаются, и те вопросы, которые поставил Игорь Анатольевич, я думаю, и другие коллеги, которые вы помимо заседания коллегии, они, видимо, в обсуждении были в кулуарах. Я думаю, что эти все предложения найдут. Участники коллегии наметили планы на этот год. Работа началась. Все силы будут направлены на обеспечение безопасности, соблюдения прав и законных интересов граждан. Рина Цичоева, Султан Магушков, Магаз 24.